Так было, когда меня не было, так будет, когда меня не станет. Все куда-то спешат и откуда-то возвращаются. Искать художественные образы в обыденном и не бояться задаваться сложными вопросами бытия. Поэту подвластно не только это. Русская поэтесса Татарстана, очаровательная женщина, вывела свою формулу поэтического долголетия. На днях отметила творческий юбилей. Я писать начала со школьной скамьи. Где-то в 7 классе приблизительно, с первой влюбленности, как и все. Потом завела дневник и почему-то начала писать в стихотворной форме. Как-то получилось непроизвольно. Идею поэтического театра приняли не сразу. Для Казани это новый жанр. Появилось свободное время, я вышла на пенсию. О театре я мечтала много лет, но в связи с тем, что я не могла найти единомышленников и нехватки свободного времени, я работала в органах ЗАГСа, и свободного времени практически не было. Немножко еще оставалось на творчество. И был предложен летом этот проект. Меня он очень увлек тем, что это, в принципе, новое для Казани. Музыкальный спектакль. Спектакль пишется на стихи Ольги Левадной. Ставится, да, актеры все, мы не знакомы друг с другом. Музыка пишется впервые. Музыка также вот кое-что мое из сочинений прозвучало в этом спектакле. Мне было все интересно. Но мы были поставлены в интересные условия, репетиционные, в том числе непростые, так сказать. Все происходит в Казани. Это времена года. Весна, лето, осень, зима. Встречи, разлуки, любовь, расставание. Все есть. Абсолютно все человеческие, так скажем, порывы в этом спектакле присутствуют. Я очень благодарна именно этому проекту и моим молодым единомышленникам, что они, несмотря на свой юный возраст и всякие разные обстоятельства, тем не менее хотят изменить мир к лучшему. Вот это самый главный вывод из того, что мы делали. Ее творчеству свойственны философские размышления о сотворении мира, о добре и зле. Недаром ее прозвали «феей семейного счастья». Четверть века Ольга Левадная была регистратором брака в одном из казанских ЗАГСов. Ее церемонии запомнились многим молодоженам. Я восхищаюсь чудом мироздания, но что-то там внутри меня болит. Предчувствую и все же понимаю, что ничего не в силах изменить. Мне наказание кажется наградой, тяжелой ношей видится успех. Мне ничего сверх этого не надо, лишь мимо проходящий в людях свет.